Новости экономики на Якутии-24, в студии Иван Лазаренко. Бизнес оценил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. О хорошем понимании Мишустиным финансовой системы и российского бизнеса заявил, в частности, председатель правления Банка Открытия Михаил Задорнов. По его словам, бизнес-руководители ждут от него на посту премьера выработки четкой программы действий правительства. Эта программа должна подтолкнуть экономический рост, отметил Задорнов. Также Мишустина называют современным и эффективным человеком и обращают внимание на прозрачные и понятные условия и организацию процесса работы Федеральной налоговой службы. Также отмечается, что выдвижение главы Федеральной налоговой службы на пост премьера указывает на положительную оценку работы Мишустина со стороны президента страны. Преимущество при поступлении в ординатуру получат медики, проработавшие в первичном звене здравоохранения или, как говорят сами врачи, на земле. Это одно из предложений Министерства здравоохранения России, направленное на укрепление первичной, самой близкой к пациенту медицинской помощи. Усовершенствованию подготовки специалистов по разным врачебным дисциплинам уделил внимание президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Путин поставил задачу изменить условия подготовки в медицинских вузах. 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело и 75% по направлению педиатрия должны быть целевыми. То есть вузы будут обязаны подготовить терапевтов, педиатров, направленных на учебу по заявкам регионов. А регионы, в свою очередь, должны гарантировать выпускникам рабочее место. Выплаты малообеспеченным семьям пособий на детей от 3 до 7 лет вместе с другими инициативами президента, объявленными в его послании к Федеральному собранию, позволят к концу года снизить бедность больше, чем на 10%, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По оценке ведомства, в 2020 году реализация инициатив повысит доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств в среднем на 10 процентных пунктов во втором полугодии и приведет к снижению уровня бедности на 1,3 процентных пункта. Суммарная стоимость пакета ключевых мер – это пособие для семей с детьми, расширение программы мат-капитала и налоговый вычет для компаний-инвесторов. Минэкономразвития оценивает в 300 миллиардов рублей в текущем году и свыше 600 миллиардов в год в последующем. Убрать лишние бюрократические барьеры, затягивающие возведение жилья, намерен Минстрой. Ведомство представило проект постановления правительства, предусматривающего исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства. Их количество сократится со 139 до 78. Как отмечал глава Минстроя Владимир Якушев, ведомство стало настораживать уменьшающее количество получаемых разрешений на строительство. Это может привести к снижению через 2-3 года объемов ввода жилья. Минстрой планирует предпринимать различные меры, чтобы стимулировать застройщиков начинать новые проекты. Строительству также должно помочь расширение программы материнского капитала, о котором объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Сумму в 466 617 рублей будут выдавать уже при рождении первенца. Второй ребенок увеличит капитал еще на 150 тысяч. Эти выплаты должны существенно увеличить спрос на жилье. Около 90% россиян, уже потративших мат-капитал, направили его как раз на решение жилищных вопросов. На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении подготовленный Минтрудом законопроект о возможности направления материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке. Сегодня мат-капитал можно использовать на улучшение жилищных условий. С его помощью можно купить квартиру, а также купить или построить жилой дом на землях для индивидуального жилищного строительства. Проще говоря, в деревне, на селе, поселке или даже в городе, если там есть такая категория земель. Но вот готовую дачу в классическом ее понимании приобрести нельзя. Поэтому Минтруд и предлагает в качестве одной из мер расширения использования материнского капитала разрешить направлять его на строительство жилых домов на садовых участках. В ведомстве особенно подчеркивают, что речь идет именно о жилых строениях, то есть тех, которые предназначены для постоянного проживания, а не для временного. Парламент может принять закон о расширении программы материнского капитала уже в феврале этого года, заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, в федеральном бюджете есть средства на эти цели. Рязанский также полагает, что правительство, скорее всего, уже подготовило пакет законопроектов, а ведомства получили поручение просчитать возможность реализации озвученных в послании президента страны инициатив. Сенаторы, заявил Рязанский, готовы в приоритетном порядке рассмотреть законы о детских пособиях и выплатах учителям за классное руководство. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.